Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Так, я в эфире? Я в эфире. Сегодня 19 февраля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. И сегодня мы обсудим очень много интересного. В том числе мы обсудим, я вам рад сообщить об историческом дне, когда американцы достигли Марса, а россияне достигли дна. Приветствую всех, друзья. Давайте пообщаемся. Ассалам алейкум, телефон чахауми, телефон чахаусарвай, говорит. М6. Ва алейкум ассалам, машуэль. Телефон чахаусарвай. Опять списываются подписчики усиленно. Только что разговаривал со своим другом, который тоже мне сообщил, что его отписывали. Также у моих знакомых тоже отписывается. И вы все, если вас отписывают, не поленитесь, напишите, да, хотя не все активно пишут, ну, дайте знать, потому что это важно. Я сообщаю об этом YouTube, я сообщаю еще кое-куда, и чтобы люди знали, что идет атака. Также уведомления, когда вот нажимаешь, чтобы пришло уведомление, то же самое. На этот раз у меня это оставалось как есть, не слетало, а так я было видно, что люди нажимают уведомления, их опять отписывают. Но это говорит о том, что мы реально мешаем, мы реально составляем им головную боль, составляем им проблемы, доставляем им проблемы. Поэтому, валейкум салам, Хамза, чеченский след Машуоль, М6 Машуоль, Шевига Машуоль. Так что наш канал, как вы знаете, запрещен на территории фашистской России. Это самая лучшая оценка, которую нам могли дать фашисты из России. И как бы, значит, все отлично. И не важно, что они борются с нами, да, конечно же, они пытаются ограничить возможность доносить информацию до людей. И в какой-то степени они нам, конечно же, мешают. Но в любом случае мы понимаем, что нас смотрят те люди, кому интересно то, что реально происходит среди свободных чеченцев, да, не разных симулякров, не разных там имитаторов, а настоящих свободных чеченцев. И мы видим, что меняется. Я лично наблюдаю, и от вас я это слышу, вы мне об этом говорите, и я сам замечаю, что ситуация меняется, к нам начинают прислушиваться, с нами начинают считаться. Да, а то забыли, как бы, нет, уничтожили 300 тысяч людей, оккупировали страну, и все, ну, как бы, ну, там, даже как-то был на форуме «Свободной России», и Гарри Каспаров, мы сидим в зале, представьте, до какой наглости просто нужно дойти людям, мы сидим в зале, и Гарри Каспаров говорит, выступает, там говорит, это до того, как он нам не дал слова, там, и так далее, и нам запретили посетить этот форум «Паскудной России», который после того, как мы перестали ходить, потерял, ну, процентов на 80 свой авторитет. Потому что заявка у форума «Свободная Россия» была мощнейшая. И стоило им просто с нами, просто дать нам слово. То слово, которое вот сейчас мы тут высказываем. Да? Но не хватило духа у Гарри Каспарова, у Невзлина, который стоит за ним, и Ходорковского. Потому что они имперцы, они фашисты. И поэтому они не могут потерять самого себя. Да? И вот сейчас я обратил внимание, есть такой комитет против пыток, по-моему, называется. И они уже начали говорить, что ни один Кадыров виноват, ни один Кадыров. И это самое важное, что я считаю, нужно нам добиться. И у нас потихонечку это получается. Не получится так. Изначально мы говорили, мы все знали, прекрасно знали, что
А Кадыров это вешалка, на которую вешают трупы. И помните, здесь убивали блогеров, да, блогеров здесь убили. Имрана Алиева убили, потом до этого убили Исраилова в Вене, потом убили Анзора Мамиханова, Мамихана Умарова, точнее, Анзора из Вены. И как бы они являлись там врагами Кадырова, да, вот такое оскорбление. Это делается для чего, да, для чего их вот надо было убить? Нас запугать. И что бы ни случилось, сказать, ну это же чеченцы, это дикие люди. И как получается, смотрите, русские нас пугают, как Путин это всегда делает из-под тишка. Он же трус, он же чмо, конченое, трусливое. Он посылает вот этого, ну, этого полудурка. И репутация чеченского народа, которого русские всячески пытаются опустить, она опускается, конечно же, какие-то дикари убивают там в Европе людей только за то, что они там посмели что-то сказать в YouTube. Но для Запада, для европейских стран мы становились дикарями, но теперь уже ситуация уже в корне меняется, да, Алмула, да, Алмула. В корне меняется, и мы дальше запугиваемся. Очень такой тонкий ход. Да? Если бы Имран Алиев, Мансур Старый, Мамихан Умаров говорили бы про Путина, их бы было бы сложнее убить. Ну, я так думаю. Как бы не пошли бы на это. А вот делается вот такая ситуация. Ну, ладно. Оставим. Вы все это прекрасно знаете. Поехали, короче говоря. Так, я всех рад видеть. Эмир Ичкерия. Так, на месте Немо, ассаламу алейкум. На месте, алейкум салам, Немо. Чеченский след Рязань Ксар. Каспаров 3 слова сказал за вторую РЧВ за 15 минут своего выступления на Путин-Кон в 1818 году. Бомбардировка Чеченской войны. Как бы они ни хотели, имперцы долбаной историю обойти не получится. Конечно, не получится. Для этого есть мы. Да, когда пока есть хоть один чеченец, у него ничего не получится. Ничего. Кстати, я про Каспарова начал говорить. И Каспаров говорит, ну вот там, ну Чечня, говорит, это же там исламистский там анклав. Ну вот такого плана он такие вещи сказал. Ну типа радикально, ничего не понимающий. Ну а с кем там разговаривать? Сидим мы тут, призываем говорить с Ахмедом Закаевым. Здесь нас в Европе 300 тысяч. Этот полушахматист, который возомнил себя политиком, начал такие вещи говорить. Ну, мы его вывели, вернее, он бегал от нас, бегал, прям убегал. Прям мы подходим с Адамом Деревищевым, справа подойдем, слева, ну, чтобы народу не было, ну, на 2 слова. Бежит прям явно. Каспаров вообще в моих глазах просто ниже плинтуса упал в тот день. Ну, в конце концов, так получилось, что он там где-то с кем-то разговаривал в углу, с Тютриным, по-моему, таким, с королем шеста. И мы подошли и начали объяснять, ты тоже такой, не-не-не. Короче, ладно, не будем называть его так, как я хотел бы его назвать. Оставим это недоразумение, которое попыталось так подняться, ну, на взлете подстрелился, короче, сам себе ногу прострелил. И когда мы вышли и провели там голосование, пока вспомнил, хочу рассказать момент, и мы с Адамом говорим, ну, у нас провели какое-то голосование, мы о чем-то там, выбирали совет, по-моему, форума «Свободная Россия», учредительный, или как он там у них называется. И в этот момент, когда был подсчет голосов, мы с Адамом вышли на сцену и попросили проголосовать за чеченскую панель. Панель — это значит 1,5 часа времени, что вот выходят на сцену люди и обсуждают конкретно какую-то тему. 1,5 часа. И не было ни одного против.
Ни одного человека. Были воздержавшиеся, и процентов, наверное, 70, 80 проголосовали за. Некоторые просто не подняли руку и воздержались. И в этот момент, когда мы вышли на сцену и предложили, вот давайте проведем, назвали имена, чтобы не возникло вопросов, кто будет представлять чеченскую тематику, Аминат Саиеву, министр иностранных дел Чеченской республики Ичкерия, который проживает в Вильнюсе, она тоже там присутствовала. Ахмед Закаев, я, Адам и Андрей Илларионов, Андрей Николаевич Илларионов. Вот мы хотели вот пятером представить чеченскую тему. Андрей Илларионов, он подписал в 2017, по-моему, году с Закаевым вот этот, подтвердил договор, подписанный Масхадовым и Ельциным в 1997 году, что типа русская общественность, российская общественность типа привержена этому соглашению, и они готовы в случае, как только власть сменится в России, вернуться к этому договору. Это очень важно на самом деле, и Андрей Николаевич в этом плане очень мудро для русских, в первую очередь, для России, мудро поступил. И в этот момент, когда я предложил голосование, давайте проголосуем. Обычная демократическая процедура. Все, кто присутствует в этом зале, зал был большой, народу было предостаточно. В это время Каспаров, потому что мы камеру повернули в зал, ломанулся просто из зала, чтобы не присутствовать при этом. Ход конем он сделал в своем шахматном турнире. Так. Каспарова тоже можно понять, потому что большинство дебилисты-трактористы. Да, конечно, они-то дебилисты, может быть, и трактористы, но возникает вопрос, ты демократ, ты за права, приглашать Витаутаса, Ландсбергиса, тут говорить за права человека, за демократию. На самом деле же, они же здесь, русские имеются в виду, демократы, они же не настолько демократы и не столько за права человека, сколько они притворяются. Ну, у него там, например, в этом учредительном совете, в их, или как он их там называется, в их совете заседает фашист. Самый настоящий Данил Константинов. По его репе видно, что он фашист. И там же он тоже пытался свои фашистские вещи там пробросы делать. Мы-то их, только они рот откроют, уже знаем, в каком они направлении. Это они нас не знают, а мы-то их очень хорошо знаем. Ну ладно, оставим этих полудемократов, полукедах. Так, Ибрагим Алханов, ассаламу алейкум. Какие меры можно предпринять или призвать Украину, которая, к сожалению, сегодня выдает чеченцев в России? Алейкум салам. А Украина пока никого не выдает. Был случай, пока все это пока остановилось, и слава богу. Украина свободная страна, и она не позволяет, в Украине живут свободные люди, настоящие наши. Поэтому пока все нормально, да, Алмула. Так, раненый зверь. Аслан, твоя правда сильнее любого оружия. Совершенно верно. Правду они боятся, честного, правдивого слова, они боятся независимого, правдивого, честного слова, они боятся больше пуль. Валлахи боятся. Валлахи. Они нас зовут. Приезжайте домой воевать, взорвитесь, устройте нападение, они нам говорят. Только не говорите, потому что они боятся слова правды. Они боятся. А правду не утаить. Правду не утаить. Так. Эд Мамеду. О, Эд, приветствую тебя. Аслан, это все люди агенты КГБ. Не сомневаюсь, Эд. Абсолютно с тобой согласен. Да, это гибня. Так, Юсуп Кукуев. Аллах дал си дуэла Аслан. Дел рейс хуйл, Юсуп Кукуев. Дел рейс хуйл, ха дуэль дал си. Дел рейс хуйл. Чечня не Россия. Путиня цая üç войс гергалулилда. Путиня цая üç войс гергалулилда. Не совсем.
чечняне России говорят, что они боятся с нами общаться из-за того, что боятся Путина. Почему же? Они хотят сместить режим Путина, они наносят ему удар. Я не вижу смысл принимать половинчатые меры. Если ты вышел на тропу войны, откопал топор войны, то ты же должен, и сам Каспаров говорит, мы должны наносить максимальный урон Путину там и так далее. Поэтому, а что еще может быть? А Невзлин, а Ходорковский, а другие вот эти разные там эти казнокрады и хапуги, которые наворовали, русский народ обворовали по факту. И сейчас где-то в Израиле скрываются, где-то тут в Германии, по-моему, или в Швейцарии Ходорковский прячется. Эти люди по факту являются соучастниками. И Ходорковский сразу же расставил точки над «и», как только вышел из тюрьмы. Он себя представил патриотом. А Ходорковский – человек, который на нашей крови, как я потом выяснил, делал деньги в первую войну, во вторую не повезло, увы и ах, загремел в тюрьму. И как бы он сразу точки над «и» расставил. Ребята, я имперец, это мои взгляды. Нет, Ходорковский никакой не имперец. Ходорковский ГБшный, комсомольский ворюга, мегавор, который обокрал огромное количество людей в России. И в том числе он обокрал граждан Чеченской республики Ичкерия. И они знают, что с них спросят. И они все принимали участие. Вот опять же, возвращаясь ко второй русско-чеченской войне. В 1999 году Жириновский, депутат Государственной Думы, прям в процессе заседания Государственной Думы говорит Селезневу: ну вот, вы же сказали, за 3 дня взрыв был, а вот он взрыв прошел только там в Волгодонске, произошел вот через 3 дня только после того, как вы сказали. И потом они голосуют, и его лишают слова. И все депутаты это поддержали. Понимаете? Вот в чем вопрос. Все депутаты за. Все они знают, им плевать на народ, им плевать на людей. А русские, они мазохисты. Им нравится, когда их бьют, когда их взрывают. Они, вот, сильный мужик там. Ну вот, не объяснить это. Может, я не знаю, как это объяснить. По отдельности нормальные люди. В толпе, когда все абсолютно неадекватные. Ну как так? Ну как можно? Все депутаты, ну уже кто-то выбирал, ни один не проголосовал против лишить этого Жириновского. Я не за Жириновского. Просто ни один не проголосовал. Были воздержавшиеся, но все проголосовали за то, чтобы Жириновского лишить голоса на месяц. Чтобы он больше этот вопрос не поднимал. И Путин быстро ему потом подарил там медальку и там должность дал. И сделал его замом Селезнева. Зам вице-председателя Государственной Думы его, по-моему. И он там лет 11-12 просидел. Вот так технично Жирик воспользовался кровью русских. Итак, мы про себя не говорим, мы за себя будем спрашивать. Мы, ну как бы вопрос такой, да, мы чеченцы, мы там исламисты, мы там плохие, мы там людоеды, ну все, с нами все ясно. Ты начинаешь им объяснять, вот сейчас перед эфиром тут один писал, хомячок какой-то писал, что вот там за правду что-то, туда-сюда. Ну, это раб только пишет. Стоишь на коленях, ему кто-то пишет. Он говорит, да, я стою на коленях, я доволен. Он там какую-то правду ищет. Вообще, русскому в сегодняшнем положении, сегодняшнем, не россиянину, который проживает в России и не против Путина, вот этой власти, ему вообще лучше не заикаться, вообще рот не открывать в приличном обществе. Потому что вас взрывают, вас убивают. Ладно, мы чеченцы плохие, мы не люди, нас можно убивать, допустим. Но вы же своих убиваете. Где это патриотизм? Вот Ходорковский. Где вот Ходорковский уже сколько лет вышел? Где этот прекрасный хапуга и мегавор, фашист Ходорковский? Где он? Где он расследует взрывы домов в 1999 году? Не расследует.
Не расследует, потому что он за то, чтобы это было. Потому что если начать расследовать взрывы домов, да, любое преступление имеет мотив. Мотив захват власти был. Мы уже все это прекрасно знаем. Я уже 100 раз это раскладывал и еще буду об этом говорить и раскладывать. Буду бить в нос. Это Кощеева игла путинского режима, да и вообще российского вот этого фашистского образования. Из-за этого они убивают, из-за этого они боятся этой темы. Потому что если сказать мотив захват власти, все хорошо, взорвали, погибли, захватил власть. Что последовало дальше? Из этого вытекает вопрос. Что последовало после взрывов домов? Что последовало? Последовало то, что напали на суверенное независимое государство, которое, кстати говоря, заранее готовилась эта война. Ведь не только поймали в Рязани, не только там много-много было проколов, которые мы много обсуждали, да, что взрывы делались там, Басаева заманили там в Дагестан там, и так далее, и так далее. Причем наши политики говорили, что Басаев пошел в Дагестан, самые большие, высокие политики, говорили, чтобы там они на нас не напали. Конечно, это наша вина, это наша ошибка. Изовой признавать. Да здесь признаваться, да человеку мадалур дать. В части мы должны признать свою вину. Хамял дать, да. Какую бы линию защиты не устраивал любой защитник, очевидные вещи мы не можем отрицать. И ждите, темщином, да, я удивился. Я просто не следил тогда за политикой, вообще мне это было неинтересно. Я эту Ичкерию свободную так и не увидел, на самом деле. Я приезжал буквально на месяц. Там, ну, да, все с оружием были, я себя чувствовал абсолютно спокойно, абсолютно уверенно. Никаких вопросов у меня не было ни с кем. Но было не все безоблачно, как говорится. И вот, ведь эта война была заложена в 99-м, она началась в 98-м, она была заложена в бюджет России. А кто знал, что будут взрывы, кто знал, что придет Путин, да, если так посудить. В 98 году, я об этом говорил, у меня отдельный ролик есть, мне с ФСБ в Санкт-Петербургском государственном университете вызвала меня и сказала, что вот мы скоро оккупируем. Не прямо сказала, что мы оккупируем Чечню. Мне сказали, давай, тебе надо на нас работать. Я сказал, я не буду работать. Мне сказали, если ты не будешь работать, мы тебе с учебой поможем, продвижение по службе там. А что мне нужно, я говорю, делать? Ну, тебе нужно уехать в Чечню, и мы тебе продвижение по службе сделаем. Я говорю, ну это же независимое государство. Как вы можете влиять в независимом государстве? 98 год. Она говорит, а ты сомневаешься в нашей организации? Нет, ничего, мы тебе продвижение по службе. И все, кто учился со мной, сейчас занимают хорошие должности, которых вызывали. Мы вначале это все между собой обсуждали. Меня отчислили. Их нет. Меня еще там одного отчислили. Остальные, там, конечно, по-моему, один или два не сотрудничали. Один бегал за ними, которого даже не вызвало ФСБ, сам бегал, возьмите меня, возьмите меня. Взяли сейчас большой стукач. Так что это все же известно. И это все нужно будет разбирать. А мы люди, как говорил председатель моей адвокатской коллегии, вы, чеченцы, конкретные ребята. Мы ребята конкретные. Мы говорим, что вот есть конкретно тема, короче. Взрывы домов. Ладно, мы плохие, мы не люди, мы звери, бешеные звери, допустим. Ну, ваши, давай расследуйте этих. На 140 миллионов или на 90 миллионов не находится русских, кто готов
Ну, за исключением десятка, может, человек, которых половина уже убили. И все, и не говорят об этом. Где вы, витязи русские, богатыри русские, где вы? Где вы? Почему вы выходите с ёршиками и стоите на коленях перед ОМОНом? Так не получится. Давайте привлекать к ответственности. Вот за это мы встанем. Я лично за себя могу сказать. Никого призывать ни к чему не буду. Но я готов. Будете за это бороться? Вот за это я готов стать с любым русским рядом. Если вы за это боретесь. Потому что это конкретика. Мы, ребята, конкретные. Нам нужна конкретика. Есть вот ситуация. Расследуем взрывы домов. Убийство 307 русских. Около 100 детей там, между прочим. Это Путин, Патрушев, они так приходили к власти. И там не один Путин, опять же, и не один Патрушев. Это вся ФСБ. Потом вся МВД, которая закрыла глаза. Поймали же ФСБшников. Где министр Рушайло? Министр Рушайло получил героя с закрытым указом. Вот вам здрасте. Менты задержали, получил министр МВД герой России. Потом поехал воевать в Чечню. Да это зверье, это бешеные звери, самые настоящие бешеные звери. Им плевать на русских. И некоторые русские тоже это понимают. Говорят, ну, ради того, чтобы вернуть Чечню. Куда вернули? Мы остались те же свободными чеченцами. Да, наша земля оккупирована. Но в душе-то мы чеченцы. В душе-то мы свободные люди. И те, кто живет в Чечне, и те, кто живет здесь в Европе, и где живет в России. Мы никогда не будем теми, кем вы хотите нас видеть. И при удобном моменте мы опять восстановим свою государственность. Слава Богу, фундамент Джохар Мусаевич и его соратники заложили, государство есть, и его уже не отнять. Что написано пером, как говорится, не вырубишь топором. Так что вот такие вот дела, друзья. Так, Дэвид Саттер, вы должны быть глухими, слепыми и немыми, чтобы не понимать, что происходит, сказал в 99 году. Говорит чеченский след, рязанский сахар. Да, Дэвид Саттер молодец. Амел, да, молодец. Так, ассаламу алейкум, асан. Почему европейские и западные СМИ не освещают расследование «Новой газеты», отсутствие реакции на заявление мемориала о теракте казни 27 человек Кадырова? Ва алейкум ассалам, Чечня under occupation, оккупацион. Ну, я не знаю почему, видимо, она только на вот это огромный объем информации, надо журналистам ознакомиться и так далее. Некоторые средства массовой информации, такие как Кавказ Реалии, там Радио Свобода, уже начали об этом говорить, ну и так далее. Ну, надо говорить об этом. Надо говорить, распространять, привлекать к ответственности Кадырова, Бортникова, Шойгу, кто там у них еще. Ну, вот эта вся вот эта преступная клоака. Всех надо привлекать. И самое главное, мы должны об этом говорить. Я об этом уже года, наверное, 2 говорю. Да, я везде, где только бываю, об этих убийствах людей, я говорю уже давно об этом. Сейчас появляются факты, и будем надеяться, что, ну, в любом случае мы эту тему не оставим, будем об этом говорить. Ну, Аусиш, никто за нас ничего делать не будет. Отсюда хлеб не изой. Если мы не ждем, они нас направляют в нужное им русло. Если мы ничего не делаем, и ждем, сидим. Они направляют нас в нужное русло. Да, могут убить, можно проблемы, поехать домой будет, там, здесь могут возникнуть какие-нибудь там проблемы, да, здесь там еще что-то может сделать. Ну а что делать? Они же тоже люди, например, да, которые, например, кто работает в это Радио Свобода, там еще где-то.
Они же такие же люди, как все, они тоже боятся, им тоже это не нужно. И они думают, зачем, это все пройденный этап, все, Чечню больше не возвращаемся, не говорим. Редко вот появляются люди, которые говорят, например, вот Андрей и Инна Курочкины начали говорить. Очень профессионально, очень грамотно, очень хорошо. И вот ты видишь, что эти люди, но на самом деле хотят дойти до истины. А если не дойти истину, просто стену покрасить, перекрасить дом, ничего же не изменится. Тюрьма останется такой же тюрьмой. Здание перекрашено и все. И ничего не изменится. И надо менять, всю правду надо говорить. И тогда только изменится ситуация. Вот тут вот, как-то так. И мы все это должны делать. И ты в том числе, и я, и все остальные. Мы должны выходить на митинги, мы должны, всячески просто говорить и всячески пытаться донести правду до людей. Так, у меня почему-то не видно здесь. Все отлично. Все видно. Все нормально. Так, давайте перейдем. Почитаем еще ваши вопросы, пообщаемся, Деон. Так, ДРС Хули, я тоже так считаю, говорит Лон Вольф. Так. Чеченский след Рязанский сахар напоминает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Друзья, я прошу распространять наши видео в социальных сетях, везде, где вы только можете. Распространяйте, максимально привлекайте информацию. Так. Адудов Лютюк. Имду шариатская Швеция для нас покаивает. Также шариатская Ичкерия для чеченцев харам. Да. Мы должны никому не доверять и не верить. Да, а сами разберемся. Аслан Лорд. Абсолютно согласен, Аслан. Вообще, воеваешь динак би хирдачун, юват аха. Воеваешь динак ду и хирду. Но Тагана есть, например, институты, большие международные институты. Туда выделяются миллиардные суммы евро. Как бы ведется огромная работа, много людей там работают, специалистов. Мы должны, чтобы эти институты начали работать. Это как пойти подать заявление по любому поводу. Да, вот у вас случился какой-нибудь там, против вас совершено какое-нибудь преступление. Вы идете, подаете заявление. Вы соблюли механизм, да, процессуальную сторону этого вопроса, подали заявление, и начинает работать целый механизм, запускается. Вот мы должны этот механизм запустить. И этот механизм, его уже не остановить, если его запустить. И мы его должны запустить. Самим у нас ни финансов нет, ни кадров нет, и так далее, и так далее. Много чего у нас нет, все перечислять. И при этом мы должны этот механизм запустить. Давайте его запустим. Давайте. А запустить как мы его можем? Если мы будем правильно, четко действовать. Где нужно выходить на митинги, где нужно писать депутатам, где нужно где-то что-то делать. И всегда быть единой, единое под руководством, да, под единым командованием мы должны быть. И войдой у нас все будет. У нас все будет. Надо делать. Ури, Боже, храни Америку и НАТО. Согласен. Так. Ричард Аслан. Для имперцев правда, истина – это их империя. И их с детства воспитывают на империализме. Они считают, что развал империи приведет их к рабству, хотя и так хлопы. Что ты предлагаешь русским взамен? Я русским предлагаю свободное демократическое общество. Вот что я предлагаю русским. Свободное, независимое, суверенное государство, в котором русские будут культивировать свою культуру, там, создавать, жить в свободной демократической стране, где права человека будут, где тюрьмы будут, как у людей, в нормальных условиях содержать будут,
где не будет политических убийств, где будут нормальные больницы, образование будет, да, и так далее. Ведь нам рассказывали, что советское образование, про российское я вообще молчу, советское образование, оно самое хорошее. Но на самом деле в мире оно не котировалось. Да, на какой-то уровень, конечно, поднимался, университеты поднялись, некоторые университеты. Но где эти великие физики, химики, ученые, юристы, экономисты? Ну, они все уехали на Запад и там живут. Нету всего этого. Не было ни образования, сейчас вообще его нет. Так. Рустам Абудов, Аслан, вы видели судебное заседание, где парень заговорил на языке коми? Нет, я не видел. Я не видел, но я вспомнил один случай. У меня был один подзащитный, который кабардинец он был. И вот у нас возникла ситуация, что нам нужно было выиграть время. И ну, ему уже там избрали меру пресечения, и там ему там, короче говоря, нам нужно было, еще не избрали меру пресечения, и нам нужно было выиграть время, короче говоря. А он отлично говорит по-русски, ну, отличный русский язык, без акцента, все отлично. И мы сели с ним, причем он говорил. И в этом плане у нерусских есть плюс по отношению к русским. И нам нужно выиграть время. Мы говорим, нам нужен переводчик. Мы типа не говорим на русском. Но следователь, все менты, все знают, что он говорит на русском, потому что я тут на кабардинском не говорю. И он с ними общался на русском. Только, по-моему, то задержали. И нам сразу же быстро там следователи обзвонили какого-то знакомого кабардинца, сейчас мы его вызовем там туда-сюда. А у кабардинцев есть какое-то наречие, горное какое-то, если я не ошибаюсь. И на этом наречии очень мало людей говорят. И этот парень говорит, ну скажи, вот такой мне нужен переводчик. И так мы выиграли время. Такого не смогли просто найти. Это на коме говорить, конечно, если вы не русский, вы можете в любой момент попросить переводчика. То же самое касается, например, чеченцев, которые проживают здесь в Европе. Если вам представляется какого-нибудь этого переводчика, вы можете сказать, это на самом деле большая проблема здесь. Например, не все чеченцы достаточно в полном объеме говорят на русском. Ну вот, бывают вещи, которые он в общем понимает, но некоторые вещи, которые в юриспруденции, ну просто играют решающую иногда роль, да, там иногда смысловое значение может изменить вообще суть сказанного. И переводчики здесь русскоязычные, обычно они бывают русские, они не всегда добросовестные бывают, когда нам кажется перевод, потому что они некоторые просто ненавидят нас. И вы можете сказать, я не говорю на русском, мне нужен с чеченского на немецкий, например, переводчик. И все, вам обязаны предоставить такого переводчика. В противном случае с вами не будут говорить. И это хорошо раз, то, что вы сможете вот говорить на чеченском языке, что вам переводили на русский, на немецкий или на любой другой язык. И это будет хорошо, что человек чеченец будет добросовестно просто говорить. Да? Вы будете понимать все, что вы говорите, и будете уверены в добросовестности переводчика. Плюс этот чеченец, переводчик заработает, что тоже хорошо. Так, давайте перемотаю чуть-чуть.
Аслан, стоит ли учить чеченский язык? Конечно, стоит. Все языки надо учить, какие только возможно. Сегодня Байден на Мюнхенской конференции отлично сказал, говорит, Немо 77. А что он сказал, Немо? Или с чеченского на английского, говорит, Вильпсон Культер. Да, совершенно верно, Вильпс. Ассаламу алейкум, Санхоми Вежри, говорит, Дэн фон. Ва алейкум ассалам. Лиам Ноукинен. Когда интервью с Ильясом Ахмадовым? Не знаю. Как найти? Аслан, пока Запад не введет более жесткие санкции и еще лучше эмбарго, русские вряд ли восстанут, если вообще способны восстать. А брожение верха мы пока не наблюдаем, а наши возгласы никто не видит. Но, да, это правда, я согласен, но наши возгласы видят. Например, перестали говорить все время, что Кадыров, Кадыров, Кадыров. Уже мы не дали просто людям. Вот я же говорю, вот комитет против пыток, он очень аккуратно сказал, вот там, ему же журналист говорит, вот там, ну, Кадыров, там, режим Кадырова, что-то туда-сюда. Нам же упорно навязывают, что это Кадыров делает, Кадыров делает. Валла, Билани делает. И цакиет человек, и цагу человек. Квертон просто неадекват, полный. Если он этого не понимает, что Кадыров, 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 Кадыров нам говорят. Нет. За Кадыровым есть кто-то, кто говорит. И мы все прекрасно знаем, кто это. Это Россия. Это местная УФСБ, это администрация президента России, это там, МВД, там, Росгвардия. Они все имеют куратора. Поэтому это меняется. Все, если это делает не Кадыров, а российская оккупационная власть это делает, то дальше как со взрывами домов это идет. А, значит это так. Ведь Запад уж как представляют здесь, да, и они же на это давят. Они представляют, что вот, например, чеченский народ боролся за независимость, но часть чеченцев хотела жить с Россией. Они такие неадекватные, неуправляемые, дикие какие-то там. И мы помогаем, кстати говоря, своим поведением, иногда своим дебилизмом, прямо скажу, помогаем этой позиции. Хотя и ведется работа против нас. Но это нас не освобождает от ответственности, если мы поддаемся на эти пропаганды. И они говорят, ну Западу они так говорят, ну вы поймите, это ж мусульмане. Сейчас сами знаете, какой тренд мусульман там с мусульманами. Там. Это неуправляемые, неадекватные люди. Они звери, они там людей на площади расстреливают. Вы помните, перед началом Второй русско-чеченской войны в 1999 году в Дагестане, вот посмотрите, у чеченского следа Рязанского сахара на канале есть это видео. Сожгли мужчину и женщину дагестанцы. Шариат они устанавливают. Ну это нормально? В исламе разве можно сжигать человека? Вот и нам по телевизору это рассказывали. Вот я недавно у него смотрел это на канале. Можете посмотреть. Очень хорошо сейчас вспоминать эти вещи 99-го, 98-го года, вот эти вещи. А здесь европейцы, им что нужно? Им нужно, чтобы у них все было нормально. Вот первая задача, которая касается, чтобы у них все было нормально. Чтобы, ну это нормально, да, и для русских это нормально, и для чеченцев, и для немцев. Для всех это нормально, чтобы у тебя сперва было нормально. Это чеченец может поехать в Сирию воевать, там еще куда-то, Индонезию, еще куда-то спасать их, когда у самого дома пожар. А у других думающих людей сперва надо у себя дома порядок навести. И вот для европейцев это нормально, чтобы у них было все нормально. И им рассказывают, что вот есть чеченцы, которые одни за русских, другие за независимость. Это такие исламисты, которые за независимость. Они строят халифат, где будут сжигать людей, там, как в Дагестане, там, расстреливать на площади, как в Грозном, в Джахаре, как расстреливали. Да? Это тоже, я не знаю, как это произошло. Это тоже, я не могу этому никак объяснение найти. Если есть приговор, смертная казнь, зачем это делать на площади? Когда ты только становишься государством, диверсия, яркость, самая настоящая, это диверсия была. Кто бы это ни делал, это была диверсия.
На площади расстрелять. Да, они совершили тягчайшее преступление. Да, по приговору суда их там должны были расстрелять. Хотя я против смертной казни. Но раз суд решил, закон такой есть, ну надо. Зачем это делать на площади? Непонятно. Причем, по-моему, это сделали, когда Аслан Масхадов был в Лондоне, по-моему, если я не ошибаюсь. Или в Америке, где он там был. И вот нам рассказывают, что вот есть одна сторона чеченцев, которые хотят независимости. Ну, независимость это нормально, каждый народ в соответствии с международным правом имеет право на независимость, на свободу. А другая сторона это чеченцы, которые за русских. Они видят себя с Россией, они любят Россию, Россия им много дала, там ля-ля тополя. И вот что должен сделать европейский политик? Да, он знает чеченцев, был какой-то Дудаев, который они уважали, считали с ним, был какой-то Масхадов, да, его тоже уважали, он демократически избранный президент был. Но их уже нет, новые лица, новые фамилии, которые уже не поймешь. И если эти исламисты, чеченские исламисты, если ими никак нельзя управлять, то пускай ими занимаются русские. Понятно, все. Европейцы отходят в сторону. Они говорят, это нас не касается. Все. Это вообще никого не волнует, получается. Дальше возникает внутри, уже идет гражданская война, да, как бы русские же ничего не делают, как бы 100 тысяч войск в Чечне нету, как бы вокруг еще 100 тысяч, 150 тысяч нету русских войск. А вот есть вот одна сторона чеченцев, которая хочет вот этих исламистов. Кадыров уже прямо всегда рассказывает, что вот там он борется там с хавариджами, там с радикалами, там что это Ахмад Хаджипуть, там туда-сюда. Правда, он забыл сказать, что Ахмад Хаджипуть, Ахмад бегал к Путину еще до, когда Масхадов был, когда еще Ичкерия была, еще оккупация, Вторая война не началась. Бегал к Путину там, встречался вот недавно. Видел я ролик, где там Кадыров рассказывает, как он встретился с Путиным и, там, и так далее, и так далее. Ну, как бы, Цахасу, я не знаю, как вы так себя вели. И сейчас так же себя ведут чеченцы. И здесь то же самое. Я не могу понять этой ситуации. То кто здесь, за кого, короче. А потом эти люди потом вылазят, садятся на шею нам и говорят, вот я управляю. И потом истинное лицо открывается. И пока он там с Путиным не сказал, все, я человек Путина, все думали, он не человек Путина. Как так? Муху, у меня в голове не укладывается, где служба безопасности, где шариатские какие-то службы были, там еще что-то. Я не знаю, как это все происходит. И вот возвращаемся к тому, что происходит. Они говорят, что вот есть чеченцы, которые управляемы, вообще все чеченцы дикари, они все неуправляемые, там Масхадов, Дудаев, там парочка есть, остальные все дикари. И, ну, есть исламисты, которые все сжигают, убивают, и кадыровцы, которые тоже сжигают, убивают, но они как бы признают Россию и контролируют. Их все контролирует Путин. И европейцы говорят, ну раз в Европе, раз не убивают людей, ну ладно. Ну ладно. В каком страхе его? И Мадуева идутся. Вот к чему мы говорим. Опустить вот такие бороды и ходить здесь и не приносить никакого толку, это подыгрывать им. Носите бороды на здоровье. Я сам ее носил, в Москве носил, сюда приехал, носил. Это знак протеста мой был, что ее нельзя носить. Но что-то же делать нужно. Да есть. И потом мы удивляемся, что и Запад говорит, Чечня внутреннее дело России. Там это, то, все. Да, скажут. А что вы бы не сказали бы? Мы бы тоже сказали бы. И Кадыров, получается, это хороший дикарь. Есть плохие дикари, а есть вот хороший дикарь. Вот к чему нас подвели. И именно вот поэтому Кадыров может убить здесь людей. И Путин говорит, ну а что поделаешь, ну это же дикари. Ну а что мы можем сделать? Вы же видели, мы еле-еле там порядок навели, они говорят. Еле-еле, вы же нас за это ругали, что мы там порядок пытаемся навести. Ну вот вы посмотрите. Ну сейчас уберем Кадырова, там опять начнется. И пойдут они сейчас теракты делать против вас.
А на самом-то деле что происходит? Народ запуган, уничтожен, абсолютно адекватный. Самый, ну, я как чеченец, если скажу, подумает, что я предвзят или не объективен. Ну, я так скажу. Самый-самый справедливый, самый добрый, самый человечный народ на земле превращен в исчадие ада, непонятное какое-то там, я не знаю, образование какое-то. И из них самая гниль, хотя наша гниль, она бывает, ну всем гнилям гниль. Это тоже надо признать. Народ, в общем-то, хороший, но если гниль она у нас, если, как говорил Джахар Дудаев, если мудрцыны подонок, то козырный подонок, дарицыниста, олштарцыны. И вот в таком положении, вот мы-то не понимаем, мы-то живем, мы там родителей своих любим, детей растим, там ходим в школы, там с нами знакомятся люди, говорят, ну вы же нормальные там и так далее. Ну, а мы не замечаем просто это все. А реально-то происходит то, что мы-то уже исчадие ада тут в Европе. И вот для этого нам говорят везде Кадыров, Мудыров, Кадыров, Мудыров. И давай, дуйцек. Вот к чему хочется донести. Дух дийца, смех мобиль, я что-то заговорился, я вам хотел кое-что показать. Хотел показать. Так. Заза Медешвили, Аслан, вам надо молодежь финансировать, чтобы они учились в ваши вузы, университет и ходить, а не ходить с бородачами на ММА. Да, Заза, эти ММА это тоже делается. У нас в Чечне, опять же, возвращаясь к нашей тематике, у нас в Чечне есть спортзалы и мечети для тела и души. Мозг работать не должен. Да, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Есть такое выражение, поговорка такая. Понимаете? Вот заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Для того, чтобы ты молился, Богу верил, ты должен быть умным в первую очередь. Ты должен быть свободным. Ты должен быть умным, образованным. Ведь сейчас человечество каждый день шагает семимильными шагами направлении. Вон на Марс люди уже высаживаются. Ну вот, нам показывают, что вот мы должны драться. И это же культивируется. Кто-то хороший спортсмен, ему дают машину, это все показывается. А молодежь, пацан молодой, там 16 лет, там 18 лет, что он думает? Вот я тоже сейчас буду. У него дух есть, физика есть, и он думает, я буду сейчас тренироваться. Нет, нет. Да, мы воины. Не обязательно быть супер здоровым, супер там таким. Чеченец останется воином даже в очках. Без проблем. Понимаете? Не важно, как ты выглядишь. Важно, что вот здесь у тебя. И вот здесь у тебя. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Екатерина Кирс. Друзья, бардак у всех одинаковый. Любая власть есть насилие над народом. Не любая. Екатерина, с этим я не совсем согласен. Хотя, конечно же, власть имеет право на насилие. И это нормально. Мы передаем полномочия про свои права на насилие государству. Это нормально. В принципе, это так устроено государство. Главное, чтобы все должно быть регламентировано и как-то должно быть в рамках управляться, да, для всех одинаково должно. Тогда это современное справедливое общество. А в Чечне аптеки, я забыл сказать, спасибо, Екатерина, аптеки, да. Аптеки, спортзалы и мечети. Вот что у нас есть. Аптеки, спортзалы и мечеть. Аптеки все знают. Таблетки, наркотики,
спортзал тренируйся, иди в мечеть ходи. Никаких университетов, никаких заводов, никаких фабрик, ничего у нас нет. Ничего. Иди в мусарню, предателям иди работай. Так люди идут. Ну, вот все, что есть. Вот что нам дала так называемая Россия. Так, Байсагур Биноевский. Асасу модер ви. Байсагур Биноевский. Я делаю модера только кого знаю лично. И доверяю этому человеку. Так, секрет Трампа. Так, как найти? Кадыров сильно бы не делал показухи, зная, народ тебя ненавидит и ненавидит всю твою банду, чтобы вы все сдохли. Амин, как найти? Амин. Секрет Трумпер. Основ, можешь ответить на мой вопрос, пожалуйста. Где памятник в Чечне, где из земли меч? Его перенесли, я видел на фотографиях, я сам его после того, как перенесли, не видел. Его перенесли с главного места, где он был расположен, куда-то там на стороночку так перенесли, и все. Вот. Нету там Чечни, нету никакой чеченской власти, никакого кадыровского режима там нет. Там есть банда ФСБ, кадыровский, есть банда солнцевские, была банда там Измайловские, есть она существует, есть другая, а есть банда кадыровские. Все. Вот этим все объясняется. Нет никакого, они изображают роль власти, административной власти. Нету никакой власти. Бутылкин Магомед Даудов не умеет там два слова по-русски сказать, тем более написать. А раз русский государственный язык в России, он же должен какие-то документы читать, подписывать, он же председатель парламента. Они должны принимать какие-то законы, там что-то ему надо, это все прочитать надо. Да, тебе советник, конечно, подскажет, там документ составить. Но ты же хотя бы должен прочитать, разобраться, обсудить это все. Необразованные, вот люди какие управляют этой страной. Это люди, которые исполняют волю русских иностранных оккупантов, интервентов. Нету там никакой Чечни. Да, власть досталась чеченцам. Но среди этих чеченцев много не чеченцев, которые под видом чеченцев. Например, я знал одного парня, он, может, обрусевший чеченец был, я не знаю, может, у него там мама русская была, я не знаю точно всех деталей, но как что-то связано с чеченцем у него было, как он мне говорил. И там несколько слов он знал по-чеченски. И как-то он пришел ко мне в офис, в Москве это еще, и он мне говорит, надо мне, ну мы что-то заговорили там, разговорились, его привел мой, наш общий знакомый, его ко мне привел, и мы разговариваем, и он говорит, я типа хочу делать карьеру, он в политике какой-то был там чувак, я хочу делать карьеру, он говорит, и, ну, он проговорился, ему, видимо, нужна была какая-то помощь, и он искал это. И он говорит, мне нужно жениться на чеченке. Но он абсолютно, может даже и москвич, я не помню точно. Ну, короче говоря, но мне надо на чеченке жениться. Короче, ему нужно было поехать в Чечню, вот он чеченец, вот сейчас у него будет жена чеченка, и все, теперь он уже может выступать как в качестве чеченца. И делать в Чечне карьеру ему нужно было. Какая-то молодежная организация, по-моему, это была. И говорит, и, ну, очень много такого полезного я от него услышал. Он говорит, что нужно изображать патриотизм. Не быть патриотом России, а изображать патриотизм. И вот таких людей вот во власти в Чечне очень много. Мы их всех по телевизору не видим. Они делают карьеру, потом уезжают в Россию, подрастают. В Чечне очень многие сделали карьеру. Многие военные, ФСБшники, менты. Ну и вот такие вот тоже пройдохи, которые там тусят. Ну вот, что есть у нас. И никакой свободной, независимой Чечни нет. Но, опять же, мы возвращаемся. Для того, чтобы сейчас решить вопрос в Чечне, нам нужна, давайте начнем с того, для того, чтобы привлечь
к ответственности за массовые преступления против Чеченской Республики Ичкерия, нам нужны международные институты. Все, кто говорит, что этого не надо делать, они играют на руку оккупантам. Они не дают сдвинуться с этой мертвой точки. Сами ничего не делают. Когда раньше у нас было сопротивление, это сопротивление, оно радикализировалось, как мы знаем. И они там сражаются, где-то там что-то делают, тогда мы могли, что-то, они чего-то добьются. Мы воюем, вы не лезьте. Вы там сидите у себя, сидите. Они могли нам так сказать. Сейчас же собери мы 100 человек молодых людей. Собери даже 750 человек, которые тогда захватили город Джохар. Даже эти 750 человек не исправят ситуацию. Потому что все так далеко зашло. Даже 750 человек, даже народ их не поддержит сейчас. Я имею в виду, если зайдут и скажут, мы будем строить шариат. Люди скажут, свободел, надо разобраться. Поэтому нам сперва говорят, здесь надо очень аккуратно подходить ко всему. Но нам не дают, нам мешают, нам разные стороны тянут. Но ничего они не сделают. Мы все равно добьемся своего. В этом нет ни малейшего сомнения. Нас люди начали понимать. Мы адекватные, мы договороспособные. Мы абсолютно обычный народ, который есть во всем мире, все эти народы. Если можно договориться с немцами, с грузинами, с армянами, почему нельзя договориться с чеченцами? Можно, конечно. И мы хотим жить и созидать, мы не хотим убивать никого. Не мы же напали на Россию, не мы же хотели захватить Россию. Она нас захватила. Мы должны развиваться, мы должны обучаться. Духом дугар дадиштек. Харвай дира ду. Арцедайтвайк сагавац. Дудой арам ду цервай. И дух цер, да. Уйрух цер. Ама буэнха махай развитие не остановить. Ничего они не смогут сделать. Да, мула. Ну ладно, я уже далеко ушел. Я хотел вам показать. Читаю ваш комментарий и потом ухожу, короче. Смотрите, что я вам хочу показать, друзья. Я вам сейчас такое покажу, боже, да? Смотрите, друзья, я вам сейчас покажу Марс в прямом эфире. Вы видели такое когда-нибудь? Я вам сейчас покажу, если не видели. Ну вот он. И вот он я на Марсе. Мухитшин Марс. Как вам, друзья? Вы видите в прямом эфире Марс. Это вот этот аппарат, который долетел до Марса, показывает вот сейчас в прямом эфире. Для того, чтобы передать сигнал, вот то, что вы видите, происходит 20 минут назад. Для того, чтобы сигнал долетел до Земли, нужно 20 минут. Вот вы можете отсюда позвонить в Америку, 20 тысяч километров, 10 тысяч километров, вы можете сделать звонок по мобильной связи. И через секунду, без какой-либо задержки, вы будете разговаривать и по видео и так далее. А тут несколько миллионов километров, по-моему, 400, короче говоря, 7 месяцев летел аппарат до Марса. И вот американцы и на Луну слетали, и вот сейчас на Марс они приземлились. Ну и как вам? Ничего живого нет, пока жизнь нигде не обнаружена. Вот как-то так дело. Жизни нет, температуры где-то плюс 80 бывает, атмосфера очень низкая. Там, короче говоря, и гравитация, по-моему, низкая. Я уже видел фотографию одну, коллаж. Армянский крест. Армянин там где-то что-то делает.
Типа обнаружены первые армянские поселения, короче, и так далее. Ну, армянские там кресты обнаружены. Там, наверное, точно будут армяне. Но это шутка. Армяне, не обижайтесь. Так что вот такие вот дела, друзья. В 2020 году вылетела экспедиция, ну, спутник вылетел, и вот долетел через 7 месяцев. Если там будет вода, например, да, нужна вообще вода для того, чтобы человек мог проживать, нужна вода. Если обнаружится на глубине где-то, еще как-то, если обнаружится вода, то там уже можно застраивать территорию, можно строить уже колонии, строить дома, в землю закапываться и уже как-то оборудовать, чтобы люди могли находиться там. Вероятно, там можно будет обнаружить какие-нибудь там полезные ископаемые, какой-нибудь источник энергии, еще что-то, еще что-то. Человек обязательно что-нибудь найдет, тем более американцы. Практичные, очень находчивые ребята, я думаю, они, если там можно будет что-то найти, они найдут. Так что, Господи, благослови Америку. Вот вам и Красная планета. А вы говорили. Кто-то в комментариях тут пишет, он как раз только что, если вы, ну, вы не видите, сейчас я постараюсь вам показать. Вот смотрите, тогда так. Так, смотрите. Шуненкова Валерия пишет. Россия. Да, точно, это Россия. Вот такие вот дела. Так. Где у нас был наш стрим? Господи, благослови Америку. Саша Вениамина, если там будет или найдут воду, значит есть и жизнь, незаметной глазу человеческой. Да, Саша Вениамина, да, совершенно верно. Так. Туда надо, секрет Трумпа пишет, нужно туда забросить бомбу с бактериями биологическими. Нет, туда нужно забросить этого Путина с Кадыровым и Патрушевым. Так, почва там вроде радиоактивная, говорит Вильпес. Да, может быть, я точно не смотрел все. Так. Максим, Аслан, в Украине запретили пророссийские телеканалы, которые несли пропаганду, а СБУ объявили в розыск шария. Как считаете, власти Украины начинают просыпаться? Народ Украины давно уже проснулся. Да, это очень хорошая новость. Я просто, я не знаю, почему до сих пор этого не делали ваши власти. Но все правильно, так и должно быть. И шария, ну, вообще Россия, если вы видите, да, если они остановились и не воюют против вас, то знаете, они ведут против вас вот эту секретную войну вот этих спецслужб. Вербовка, подкуп, запугивание, дискредитация. Ну, в этом они специалисты, как чеченец вам могу сказать, которые все через это мы прошли. Играют на ваших чувствах, да, особенно там, когда там человек воевавший, он себя считает, что вот он там такой сильный, великий, ему там подкидывают миллионы, говорят, давай, он ну, на войне же убивал, и ну, одно же тоже действие, правильно, убить человека. И раз ты на войне убивал, то и в мирной жизни начинаешь убивать. И начинаются теракты, это тоже против вас все велось, было, нескольких там, я помню, поймали, ну, работа ведется вашей службой. Но ваши спецслужбы, например, СБУ, я считаю, там они не почищены. А это мина замедленного действия. Рано или поздно вот эта агентура опять будет всплывать, которая работает на них. А так, я считаю, это просто... Если бы сейчас на мне была шляпа, я бы ее снял перед Владимиром Зеленским. Наконец-то
этот президент ваш начал, как я его и представлял, вести себя так, как он должен себя вести. И надо гасить эту сволочь. Никаких разговоров, никаких. Это идет спекуляция, обман, манипуляции. Ни в коем случае не позволяет. Порошенко сделал Томас украинский, да, вышел из-под Русской Православной Церкви. И было бы хорошо, если еще бы Зеленский еще что-то сделал побольше, да, потому что Зеленский мне нравится. Русские, они как маньяки, говорит Екатерина Кирс. Им нравится мучиться, им нравится страдать. Да? К большому сожалению, это так. Хамзат Гилар, Астан, я думаю, Сурков там рулит или посредник между ПУ и КРА. Может быть, ну там знаешь как, Кадыров это слишком много чести ему. Это же там он сам прям летает, когда там Кадыров, этот Путин его там к себе пригласит, он там у него там доклад какой-нибудь бывает и так далее. Может Сурков, да, этим занимается, может администрация. Например, я знал, что вот в Москве еще представительство Чеченской Республики в Москве есть, и туда привозился пакет, запечатанный пакет, о чем должен, как раз в Украине война только-только началась, и я тогда получал оттуда информацию, привозился пакет, в котором о чем должен сказать Кадыров. Из администрации ФСОшники привозили, молодые там парни, там до 30 лет, в два раза в неделю, раз в неделю привозился пакет, и его там Кадыров или его человек скрывал, и там ему нужно было сказать, там, нападем на Украину, сделаем там это, нападем на Америку, там еще что-то, поставим Америку раком. И вот такие вещи ему надо было говорить. Ну, полностью управляется, конечно. Так, Маждар, Аслан, недавно на РЕН-ТВ была передача о том, что интернет-разработка не американцев, а анануков Квазар. Маждар, ты смотришь РЕН-ТВ? РЕН-ТВ это вообще бред просто. Тоже нагнетание идет. Вы заметили? Я когда смотрел РЕН-ТВ, и там вот сейчас конец света, там, это для депрессантов этот канал был. Что все ужасно, все закончится там, и так далее. Пожалуйста, Максим. Заигрывание с русским вам обернется плачевно, говорит Аслан Лорс. Уже обернулось, Аслан Лорс. Вот простые вещи, которые мы понимаем, которые мы им хотим донести, они только-только начали сейчас понимать. Только-только до них это начало доходить. И еще не все поняли. Потому что есть заинтересованные лица. Это мы не заинтересованы. Да? А есть люди, которые здесь, в Европе, здесь миллиарды денег вбухано в ту же Германию. Откуда? Да, Илон и Маски живут в России. Все воруется, пилится бюджет, разграбляется русский народ, российский народ. Это все разграбляется. И все везется сюда. Но их это устраивает. Во-первых, чиновникам, которым, видимо, что-то перепадает. Ну и экономике. Им достаточно предъявить какие-то бумажки, что вот ты бабки как-то заработал честно. И все, и больше никто не лезет. Но потом эти деньги работают уже против уже этого государства и подрывают национальную безопасность этого государства. А об этом пока никто не думает. У нас же все работает, социальные выплаты есть, народ не митингует, все нормально, говорят, например, немцы. Заводы, фабрики, все работает, все у нас отлично, нас захватить не смогут. Да, не смогут. Но когда пришла национал-социалистическая партия в Германии к власти, ведь тоже никто не захватывал. Да? Посторонние чужие не пришли. Но через 10-12 лет, после того, как Гитлер пришел к власти,
Страна была в руинах, потеряла 7 миллионов человек жизнь убитыми. А сколько инвалидов, сколько там искалеченных душ, да все души искалечены после войны, пока не вырастет новое поколение. И до сих пор Германия за это расплачивается. Ведь к этому может прийти. Да, сегодня одно, сегодня деньги начали работать, здесь уже начали вести активно, ну, допустим, 5 лет назад. Еще через 10 лет, что Германию, что еще какую-то страну, можно втянуть в какую-нибудь глобальную войну. А тот же коронавирус, это что такое, откуда это взялось? Уже сотни тысяч и миллионы людей погибших от коронавируса. И что, ну ладно, все будет Ичкерия. Так, Руслан, остался коммент Иша. Иша каса коммент, Руслан. Прочитай сразу же, если вы пишете, было бы легче. Так, Ротенберги, Тимченко, вся братва путлерская шикует. Конечно, шикует. Аслан, академик в Дубае, ведь из... его, наверное, туда Путин отправил, наверное. Нет, я не думаю, что он. Хотя сбежать-то, если он не дурак, Кадыров сбежит. Если он вообще не конченый кретин. Жить-то, наверное, он хочет, и свою семью спасти, наверное, хочет, и так далее, и так далее. А так его посылает Путин. Там, знаете как бы представляется, ну, как бы чеченцы, там, воины, мы имя-то себе сделали, вернее, не мы сделали, а те, кто ушел и погиб, сражаясь, да, те же Хусейн Исханов, Ахмед Закаев и другие нам сделали, или живых, которые остались, нам имя. И кадыровцы, они притянули к себе это имя. И на Западе, в мире, прекрасно, и в Дубае, и в арабском мире знают, кто они такие. Прекрасно. Просто там тоже нужно от России извлекать какие-то дивиденды. Поэтому они, терпят и делают вид. Такая игра политическая. А Кадыров представляется таким, как бы, типа, исламский мир надо русским входить. Русские всегда были врагом исламского мира. Самый большой враг на земле исламского мира, мусульман на земле, были русские, Российская империя. Всегда. Начиная от Османской империи, они убивали, сражались. И так и Советская империя, и так далее, и так далее. Всегда. Всегда. Ни один человек, мусульманин, который хочет быть в составе России, он не может называться таковым, если он хочет быть с Россией. Потому что Россия это единственный, наверное, не единственный, наверное, но самый главный враг ислама и мусульман на земле это Россия. Имперская Россия и советская Россия и вот сегодняшняя. Она не меняется. И в этом плане она и нужна, в принципе, для некоторых игроков в этой земле. Она устраивает. Но и при всем при этом русские пытаются всегда налаживать. Они где воюют, там же вербуют людей там, и так далее. Примаков, например, Евгений Максимович тоже был очень такой внедренный в арабский мир, исламский мир. И Кадыров выступает таким мостиком, типа он налаживает отношения, там чеченец, там из воинов, там ля-ля да поля. Правда, ни одного там сражения, где участвовал Кадыров, неизвестно. Но они бы были бы. Просто когда он приходил, они все убегали. Поэтому не получалось воевать. А так, конечно же, он сражался бы. Сам имел дочь. Просто, когда знали, что он идет, все уже уходили. И вот Кадыров налаживает вот эти контакты. Но, наверное, поехал волю Путина какую-нибудь исполнять туда поехал. Так. Мир продажный, с большими деньгами и КРА примут. Ник Ников. Я знаю, что найдутся страны, которые его примут, но это не жизнь будет. Это, во-первых, будут слабые страны, у которых будут большие проблемы. А сейчас Кадырова уже легитимизирует, уже все. Начался этот процесс. Он начался
еще в 17-18 году. Этот процесс легитимизации, когда был запущен вот этот московский механизм. Да, ОБСЕ, когда запустил этот московский механизм. Слабо, медленно, ну, этот механизм запущен. И после того, как его легитимизируют, куда бы он ни скрылся, где бы он ни сбежался, куда бы он ни сбежал, его все найдут и привлекут. Он в Африке где-то спрячется, рано или поздно, в конце концов, туда поедут наши парни и приведут его за шкирку на скамью подсудимых. Велмова. А сам помнишь, как Кадыров сказал, весь мир раком поставим, а мир это и Аравия, и Турция, США. Представь, как лидеры стран смотрят на эту дикость. Да, сказал, было такое. Ну да, он сказал, я это уже много раз комментировал по этому поводу. Ну, это был такой адрес Америки, это было сказано. Мы весь мир раком поставим, когда уже речь шла об Америке, там говорилось, что ракеты полетят и так далее, и так далее. Ну вот запугивание, что... И это Кадыров сам не может такие вещи сказать. Ну ни один, он одного дня просто, он бы сразу упал бы на колени и извинялся бы, если бы это он от себя сказал бы. Нет, он не сказал, ему сказал Путин сказать, и вот так запугивают. И вот новая администрация, я Помпео постоянно напоминал, американцам, Трампу напоминал в своих стримах, если они меня смотрят, и я так подозреваю, меня смотрят, и новой администрации напоминаю. Они не джентльмены, от слова вообще никак. Вообще с ними разговаривать, только языком силы с ними нужно разговаривать. Как с бичом, да? Сесть, встать, пошел вон. Вот так с ними надо, как с холопами надо с ними разговаривать. Они холопы. И Кадыров холоп, и Путин холоп, и Патрушев холоп. Да, они будут там локти кусать, там ненавидеть вас. Но если вы будете с ним разговаривать на равных и по-человечески, они еще дальше зайдут. Вот что я могу сказать. И новой администрации, и всем. Они понимают только язык силы. Только так. Любой другой язык, который с ними разговариваешь, это вредить самому себе. Никакие, только ультиматумами. Только вот поставить жестко. Вот сейчас говорят Навального, выпустить Навального. Вот так и надо разговаривать. И не только по Навальному нужно разговаривать, а по всем вариантам нужно так разговаривать. Никто не должен говорить. И все, кто так говорят, по-нормальному с ним говорят, они играют на руку этим террористам и убийцам. И они понимают только язык силы. Путин трус, боится Эрдогана. Путин трус, без сомнения. Самый большой трус. Он в бункере сидит уже сколько. Помпео тогда сказал, что мы будем применять тот же метод, который применился против иранского генерала Касема Сулеймани, когда они его с дронов расстреляли. Все. Помпео сказал, и правильно сказал, Помпео превратил в ад жизнь Путина. Начали разговаривать, там, коронавируса боится, там, чтобы не заболеть, там, и так далее, и так далее. Ничего подобного. Коронавирус, они запустили, у них уже есть и антивирус, они сразу же укололись, и им уже нормально. Хотя, может, видимость создают, что там коронавирус и так далее, и так далее. Или боится, что его реально отравят, еще что-то сделают. Как только Помпео сказал, что мы будем применять те же методы к Китаю и к России, все, Путин с тех пор сидит в бункере. Спасибо большое, Майк Помпео. Спасибо большое. По крайней мере, жизнь в ад ты ему превратил. Хоть ты ушел с поста, но в жизнь в ад ты ему превратил. Никаких с ними разговоров.
Самые трусы, только трус может быть таким жестоким. Только трус и мерзавец может быть таким жестоким, что творит и делает Путин. Так, Руслан, Аслан Сошенюк и это высшее образование, хочу реализовать себя во благо Ичкерии. Ой, маши мокши, ой, Руслан. ودير وإدخ وقت يشمواتسا والله وإدخ نوتي شواماتسا رسلان شيء مواتخا شيء أبرزواني قو مواتخا تو شيء غاسقي نوتي بو أبيتسا قولنا نقبلك بو болом дух баби зарбомой бо шдец Руслан ши туам генато а джима маватса жи туам беш генауне просто сунсен генауне как любой жестокий тиран, Путин трусливый. Герман Красер. Совершенно верно. Как сказал директор ЦРУ, служба ФСО, мы будем следить за вами даже через микроволновую печь, Екатерина Кирс. Не слышал такого. Руслан, я твой канал смотрю чуть ли не с первого дня. Как ты вышел в эфир? Я худешь аж уже. 2 года же мы уже тут работаем. Так, Путин в бункере, Навальный в камере. Оба сидят, обоим нелегко. Воздух там есть, интересно. М6 на собеседовании я обязан присутствовать. Ну да, М6. Без тебя никак, может, да? Имду. Если он в Африку поедет, его в колодце утопить надо будет. Хома азвелла бо экстра бас. Да, не кормят меня, вот видите, тяжело в Германии, кризис. Так, только на Марсе его спасение. Так, господа, Руслан Русланов, напиши мне на e-mail, под этим видео есть e-mail, напиши мне туда. Я давно, правда, за него не заходил, посмотрю. Аслан, спроси, где воевал, на каких фронтах, был ли в Буденновске, в Первомайском. Ричард Лео спрашивает. Но для нас важно не столько, что воевал, сколько честен и предан делу. Если мировое сообщество докажет, что Россия замешана в создании вируса, то мало не покажется и русским, и китайцам. 15 лет эмиграции, Руслан Русланов. Помните, как плешивый гибист оправдывался, заикаясь о дворце в Геленджике? То ли еще будет. Ну, оправдывался, но не заикался. Врет он складно вообще там. Подкопаться сложно, да? Врет, как дышит просто. Так, Руслан, 15 лет эмиграции. Амирхан Тимурзиев. Ассаламу алейкум, это Бухалбшун. Ва алейкум салам, Амирхан. Машуовель. Масера Буэлвай, да, это. Аслан, у тебя на заставке Джумаев был. О нем разговор был или пропустила? Не было о нем разговора, о Джумаеве. Не было, к большому сожалению. Не знаю, как с вами связаться. Руслан, напиши на e-mail. Под этим видео есть e-mail. Напиши туда. Так, давайте тогда, чтобы слишком много я говорю, вам покажу сейчас Дудаева. Да что это за руководители и что это за народ? Возвращаясь к народу. Да что это за руководители и что это за народ, который позволяет своим руководителям опускаться до уровня, я вам скажу, лагерных сук. И я вас убеждаю, что в России единственная сила, способная обуздать беспредел на сегодняшний день, это воры в законе.
у которых есть кодекс, принципы, устойчивые, даже куда нравственнее, чем у политического руководства и эшелона власти в России. И которые могут обуздать беспредел, привлечь к ответственности беспредельщиков и привести приговор в исполнение. Это только воры в закон. Другой силы в России сегодня нет. Другой силы сегодня нет, сказал Джохар Мусаевич. Так, Руслан, я не видел просто. Ты куда писал просто? Я не видел. Напиши еще раз. Так, господа, мы уже 90 минут в эфире. Марс я вам показал, и я вам, давайте на этом закончу свой эфир, да, 1,5 часа, чтобы вы от меня не сильно уставали. Помните, я вам показал Boston Dynamics, вот эти роботы, которые исполняли на Новый год танец. Еще тут вышел такой ролик, и Boston Dynamics уже очень сильно развивается, и это только одно из достижений человечества. И есть, например, здесь в Германии заводы, которые прям, я вам тоже буду в своих других стримах показывать, чтобы мы понимали, куда нам надо развиваться. Нам нужно идти за технологиями будущее. Тогда мы сможем стать сильными, конкурентоспособными, да, какими бы мы физически сильными и духовитыми не были, если у нас не будет знаний и технологий, мы отстанем, и нами будут управлять другие. Что мы не должны позволять. Мы должны развиваться. Сейчас я вам хочу показать, попрощаться с вами и показать почти 2-минутный ролик про новые технологии, про роботов, которые уже работают на заводах, там на отдаленных каких-нибудь местах, где опасно работать человеку, где-нибудь там на буровых скважинах, тех же, да, где может в любой момент газ или нефть воспламениться и так далее, и о радиоактивных местах. И за этим будущее, и это уже сегодня, будущее уже наступило. Все будет, всего самого хорошего, все будет Ичкерия, всего самого хорошего, Массейра дал аттубойлвай, дал нисва тула машулвайлвай. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум, все будет Ичкерия, Ижери. Всего хорошего, до свидания. Так, как мне убрать себя? Сейчас я себя уберу, чтобы вам не мозолить. И поехали. Hey Jack, it's here. Okay. Hold it. Yeah. Stand. Look at that. So yeah. Zoom in and take information, so see that? Yeah. And then it'll just get sent directly to you. Boiler 3 is a little hot. Hello? I'm on my way down there right now. No, just hold on. I'm looking at the gauge right now, and everything looks fine. Okay? Good night.